Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Совсем недавно в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включено здание Мархинской средней школы 1929 года. Здание расположено в селе Хатын-Сысы Нюрбинского района. Чем примечательно это здание? Об этом и не только поговорим с гостем студии Николаем Макаровым, руководителем Департамента Республики по охране объектов культурного наследия. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какова историческая ценность здания Мархинской средней школы? Мархинская средняя школа была построена в 1929 году, и оно довольно-таки крупное здание для своего времени, более 500 квадратных метров. И вообще ценность такого рода зданий не только в архитектуре, архитектура 20-х годов, социальных объектов, первых школ, таких распространенных по нашей республике, но и ценности концептуальные. То есть это место, откуда начало распространяться образование в нашей республике, в частности, в тогдашнем Мархинском улусе, ныне Нюрбинском улусе. Поэтому вот эти здания мы стараемся сохранить, тем более требования и просьба о сохранении идет от самих жителей Нюрбинского улуса, и мы просто обязаны поддержать их чаяние, их надежда сохранить свое историческое прошлое. С этой целью ими были проведены экспертизы, необходимые исторические справки были собраны, и мы этот объект внесли в реестр, и отныне он охраняется законом Российской Федерации. А вот помимо здания Мархинской школы, какие-то еще постройки, объекты, которые есть у нас в республике, были внесены в реестр? Да, внесение в реестр такого рода объектов – это довольно-таки сложный и долгосрочный объект. Проект, поэтому, когда проводится работа по экспертизе, он требует определенный срок. Например, сейчас идет экспертиза, работа над экспертизой СРГ, установлены Алексеем Алексеевичем Кулаковским в Верхоневильском улусе. И ряд объектов, например, начинается работа над проведением экспертизы по дому Кривошапкина Николая Осиповича в селе Оймякона Оймяконского района. Но это будет долгий процесс. Какие местности есть в нашей республике, которые взяты под охрану государства, если мы говорим о местах сакрального значения? Мы с позапрошлого года начали уделять особое внимание к нашим историческим местам. Мы их называем сакральными территориями. И уже имеем кое-какой положительный результат по сравнению с прежними годами, еще недавними. И вот совсем недавно мы взяли под охрану такое место, как место захоронения 9 шаманов в селе Тумул-Хангаласского улуса. Проводится работа по взятию под охрану местность Бор в горном районе. Это действительно историческое место, где проходили крупные события, такие как съезд конфедералистов. В этой местности родились народные писатели Софрон Семен Даниловы, художник Афанасий Осипов. Сейчас проводим работу по взятию под охрану местность Оймуран в Хангаласском улусе. Это то место, где были первые ямшитские станции. Но, судя по находкам, там жили люди примерно с неолитического периода. То есть это очень глубокий исторический пласт. И, наконец, таким очень уникальным даже в масштабе страны проектом является поддержание такого рода работы компании «Алрос». Они выделили средства для изучения и охраны, взятия под охрану сакральных мест Мирного и Оленёкского районов. Работа проводится Институтом гуманитарных исследований, и думаю, что если в следующем году будет положительный результат, этот опыт будет продолжен уже в других районах. Свыше 100 сакральных мест должны быть изучены и взяты под охрану. Это очень большое было бы для нас достижение. Но ведь взять под охрану сакральное место – это дело непростое и, наверное, очень долгое. Мы научились убыстрять этот процесс, то есть мы уделяем большое внимание к этому вопросу. Это и сохранение нашего исторического прошлого, но и защита наших исконных мест обитания, мест, связанных с нашими предками и так далее. То есть это уже такой хозяйственные вопросы. И по сравнению с памятниками архитектуры мы довольно-таки активно этим занимаемся. А вот что местности дает этот статус?
Там разрешается любая деятельность, связанная с человеком, то есть там можно гулять, косить сено, собирать ягоды, грибы и так далее. То есть можно там отдыхать, кроме хозяйственного освоения. То есть нельзя эти земли использовать под какие-то промышленные объекты, строить там какие-то архитектурные сооружения. То есть разрушать сам пласт и ландшафт. И в этом и ценность. Соответственно, в этих землях никогда не будет таких частных территорий, частных домов и так далее. Мы заметили, что очень активно в центральных районах идет антропологическое воздействие, то есть осваивается. И вот эти земли, они навсегда останутся в наших, для нас, для общего доступа, и в последующем наши потомки будут любоваться этими землями. Ну, возможно, не исключено. Николай Афанасьевич, 23-й год завершается. С какими итогами завершаете и вы этот год, и вступаете в новый с какими планами? В этом году мы выполнили фактически все наши намеченные планы, провели Всероссийский форум общественников по охране объектов культурного наследия «Восточный вектор» под названием. Мы отреставрировали и открыли ряд объектов, притом таких крупных, как Кырдымская церковь в Хангаласском Улусе, или в селе Титары дом Саввы Егорова. Открыли, восстановили ряд памятников, которые ранее были убраны, например, памятник Нестору Каландришвили в селе Октемса, это тоже наше историческое прошлое. И взяли под охрану ряд сакральных территорий, и эта работа будет продолжена. Например, вчера вот прямо круглый стол состоялся в городе Покровске, где решили активизировать работу в этом направлении. А на прошлой неделе в форуме и в Верхоянске, и в Хангаласском Улусе эти вопросы тоже были подняты. То есть идет общественная потребность к работе над этими вопросами. Скажите, а вот каталог «Памятники истории и культуры республики», тот, о котором говорилось очень много, Да. наконец будет представлен. Вот что будет в этом издании, как пройдет презентация? Мы этот каталог начали в феврале текущего года. И вот, наконец, в конце года мы успели его получить, презентуем нашим читателям. Экземпляров не так много, но зато мы сделаем его доступным в электронном виде. То есть любой читающий, мы договоримся с Национальной библиотекой, разместим на наших сайтах. То есть любой интересующийся должен иметь возможность открыть и изучить эти объекты. Было сложно, потому что некоторыми объектами были старые фотографии. Например, объект культурного наследия, памяти архитектуры, он не всегда выглядит как на фотографиях. Вот фотографии десятилетней давности и сегодняшнего дня, они будут отличаться. Тем более отличаются, когда их реставрируют. То есть мы в эти годы отреставрировали примерно 60 памятников. Естественно, они уже выглядят не так плохо, как в старых фотографиях. И обновление, и исторические такие моменты, которые мы исправляли, заняли очень много времени. И команда под управлением Дьяконова Александра Васильевича, ответ-секретаря Общества охраны памятников, провели очень большую работу в этом направлении. Ну, и в последующем вы будете иметь возможность его прочитать в электронных носителях. Да, это очень удобно. Я думаю, те, кто не имеет доступа к живому изданию, которое будет книга на руках, то, конечно, электронное издание здесь выручит всех нас. Скажите, а вот, наверное, какой-то проект, который осуществляли в этом году, дался особенно тяжело? Да. Ну, все направления, которыми мы занимаемся, они непростые. Например, сейчас идет реставрация дома-музея Серго Орджоникидзе в городе Покровске. Федеральный объект. Мы добились федерального финансирования, довольно значительного. И когда мы начали реставрацию, мы столкнулись с такими проблемами. Мы ожидали, что будут такие проблемы, но не настолько масштабные. Например, отсыпка территорий, заболоченной территории. Мы рассчитывали, что нам вполне хватит 100 кубических метров грунта, а мы потратили более 1000. И, естественно, такие моменты у нас постоянно возникают, и особенно сейчас радует то, что мы все это преодолели благодаря нашим реставраторам, общественникам, ну и особенно если поддержки главы Хангаласского Улуса, администрации Хангаласского Улуса и города Покровска мы преодолели. И нам
осталось его открыть в сентябре следующего года. Притом очень масштабно. Мы провели форум. Притом форум общественников, то есть их финансирование, их добиться, чтобы они принимали участие, их резолюции, потом реализация резолюции нам сдались довольно-таки непросто. То есть любое направление, которым мы занимаемся, требует массы креативного подхода. И помимо этого еще энергии, ресурсов. Да, конечно, времени. Для сравнения, вот когда реставрировали дом Саввы Егорова, там чуть-чуть не хватило средств. Притом мы дали слово во время телемарафона, что мы его восстановим. И благодаря спонсорам, в частности дизайн-компании дизайн-студия «Уран», мы добились этого. Сейчас это прекрасное здание, восстановленное, можно его бесконечно любоваться. Ну вот да, хотелось спросить еще и о меценатах, потому что, наверное, помимо государственной поддержки, помощь оказывают, наверное, и какие-то компании, корпорации. Вот вы отметили, например, что компания «Алроса» берет под защиту территории в Мирнинском районе. Да, в Мирнинском и Миконском Ленёкском районе. Знаете, вот я только что назвал, что мы за последние 5 лет восстановили порядка 60 памятников, из них 49 за счет спонсоров. То есть не государственных учреждений, частных компаний, вложений частных. Это подавляющее большинство. Притом не просто маленькие, небольшие относительно памятники, но и такие крупные. Один из самых крупных является, например, башня Манчары, на реставрацию которого собирали средства всем миром во время телемарафона. И вот эти объекты были восстановлены. Думаю, что частная инициатива по восстановлению исторического прошлого будет и дальше. У нас уже есть частники, которые желают вложиться на те или иные памятники в будущем. И в следующем году будет эта работа продолжаться. Я думаю, обязательно это произойдет. Спасибо вам большое, Николай Афанасьевич, что нашли для нас время и ответили на волнующий вопрос. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.